Уважаемые коллеги, уважаемые участники этого семинара, в первую очередь хочу выразить свою благодарность организаторам, что пригласили научных организаций. Я как представитель науки по защите растений, именно по биологической защите растений, я буду сегодня рассказывать вам, как научное отделение мы всю жизнь занимаемся разработкой новых биологических методов, новых биологических биопрепаратов. Поэтому вот я свою тему назвала «Новые биофунгицидные, биостимуляторные, биоинсектицидные препараты для защиты урожая сельхозкультур». Ну, конечно, 2 дня вы обсуждали о проблемах, как снизить уровень использования устаревших и особо опасных химикатов, химических пестицидов. Вот я хотела бы дать такое простое представление. Вы должны знать, что такое биопестициды. Или вы знаете уже? Есть необходимость вам дать? Расскажите, рассказать, да? расскажите, да. Ну, биопестициды – это биологические средства защиты растений. Имеются 2 группы биопестицидов. Это биопестициды настоящие, которые созданы на основе бактерий, грибов, простейших нематодов. А есть биоконтролирующие агенты. Они созданы на основе членистоногих. То есть имеются биопрепараты, созданные на основе клещей, клопов, златоглазки, паразитические членистоногие, которые являются или они являются паразитами, или они нападают на свою жертву прямо так, как говорится, хищниками являются. И биопестициды, в свою очередь, бывают биоинсектицидами, которые направлены против вредителей, против насекомых. Биофунгициды, которые предназначены для лечения болезней, в основном грибных болезней. Биогербициды, вы знаете, это биопрепараты, созданные для борьбы с этими сорняками. Биомоллюскоциды против моллюсков, бионематоциды это против нематодов. И биоконтролирующие агенты, как я говорила, они поедают целенаправленно своих объектов. То есть это в основном хищные насекомые, хищные клещи, которые используются с успехом во многих странах мира. Вот и все это вместе является биопестицидами. То есть биопестициды это основаны на полезных микроорганизмах, и биопестициды основаны на клещей, клопов, на насекомых, которые тоже являются или они являются паразитами, или они являются поедающими хищниками. Что такое? Некоторые виды микроорганизмов, на основе которых созданы биопрепараты. Например, это Bacillus thuringiensis. На основе спор и кристаллов созданы так называемые бытые биопрепараты во всем мире. Потом здесь метаризиум анисопли, Баверия бетсиана. Они в природе вызывают гибель многих вредителей. Поэтому из них изолируются определенные штаммы, и в лабораторных условиях, и в производственных условиях на основе этих микроорганизмов в большом объеме создаются биопрепараты. Вот эти все биологические агенты, микроорганизмы очень ценны, очень полезны, потому что они нам дают разработать методы борьбы. Что за у вас это? Это тоже другие микроорганизмы, на основе которых создаются другие биопрепараты. В основном эти микроорганизмы являются основой биостимуляторов, то есть дающие быстрый рост растений. Здесь, да? Вот так называемые биологические агенты из числа простейших нематодов членистоногих. Вы можете посмотреть, вот, например, на такой маленький клещ, который поедает свою жертву. Да? Это как хищник.
В основном этими разработками занимается биофабрика. Они выпускают таких биопрепаратов. И возникает такой вопрос, что за причина заставляет на интенсивное использование, на переход биопестицидов? Потому что до нашего времени, до настоящего времени, и особенно во время Советского Союза, мы интенсивно использовали химические инсектициды, химические гербициды и так далее. Но это первая причина. Весь мир стремится сейчас на получение какой здоровой, экологически чистой продукции. Потому что каждая страна подписывает конвенцию о пищевой безопасности. Это критерий. Если каждая страна имеет свой критерий, как сохранить свою продовольственную безопасность. Вот это как бы сейчас стало модой. Все страны переходят на производство биологически полноценной, безопасной пищевой продукции. Вторая причина, как раз вот свидетельство о том, что 2 дня мы обсуждаем, возникает у общества беспокойство. Потому что особенно в странах, слаборазвитых странах, развивающих странах, как мы, переваливаются многие устаревшие химические инсектициды для продажи, внедряются в нашу страну или в другие развивающие страны. И таким образом возникает постоянное расширение использования устаревших химических пестицидов. И вот это тоже вызывает беспокойство. Поэтому Всемирная торговая организация даже вынуждена была ввести экологическую пошлину на производство тех химикатов, тех продукций, которые они выращивались с использованием химических пестицидов. Но за последние 20 лет вот эта биобезопасность не улучшилась. Видите как? Вот это дает нам право обсуждать вот эту проблему сегодня. Теперь я хотела бы остановиться в Кыргызстане. О Кыргызстане. Кыргызстан — это особая уникальная страна, где у нас имеется богатое естественное и агробиоразнообразие. И до сих пор Кыргызстан — это, слава Богу, зона, свободная от ГМО. Еще у нас есть значительные площади экологически чистых зон, которые могли бы на короткий срок перейти на органическое земледелие. И как раз биопестициды это являются основным звеном в развитии органического земледелия. Потому что мы могли бы себе как страна создать бренд о производстве органической продукции. И при этом вы прекрасно знаете, какой дыйкан или фермер выращивает, нацелен только на производство органической продукции, он должен исключить из своего рациона химические пестициды, химические гербициды и так далее. Он должен использовать только биопестициды. Поэтому биопестициды являются основой для органического земледелия в Кыргызстане. Если сделать мировой обзор, какие страны сколько производят, если вы хотите знать, этот слайд дает вам право, например, биоконтролирующие препараты, биопестициды, в США, например, 40% от мировой доли занимает США. То есть 40% этих биопестицидов производятся в США. 35% в Европе, 25% в остальных странах. Теперь после США Китай занимает второе место по выпуску биопестицидов. Имеется около 200 заводов и производит 77 зарегистрированных биопестицидов. А в США уже зарегистрированных биопестицидов 140. И если так посмотреть, какая прибыль получается от продажи, 125 миллионов долларов получает США в 1 год в виде дохода от продажи биопестицидов. А другие страны тоже, например, в Европейском Союзе 110 миллионов получает от реализации биопестицидов, а в остальных странах 75 миллионов. В мире существует всего 25 крупных компаний, которые производят биопестициды. Это так называемый Valent Bioscience,
Curtis, Correct, Biological System, Pasteria Bioscience и так далее. Вот эти все очень известные компании, которые уже весь мир, они уже капитализировали. То есть они производят, внедряются в другие страны, чтобы распространить, продать свою продукцию. Да. Вот некоторые биопрепараты, выпускаемые промышленностью, вы можете Метаризиум, Биотерминатор, Биоплан, Проплен, Максат, это производимые и в России, и в Индии, и в Америке, и в других странах. Вот в таких очень удобных упаковках производятся биопрепараты. Теперь я хотела бы остановиться на наших разработках, что нами делается в Кыргызстане. Мы, вот это отделение защиты растений Кыргызско-турецкого университета МАНАС, мы в данное время это уже готовые разработки, которые уже готовы к продаже. Первый это Растин. Этот биопрепарат используется как биоудобрение, одновременно биофунгицид и биостимулятор. Второй канифер – это биофунгицид, биостимулятор для роста саженцев хвойных пород. Это специально, кто занимается выращиванием саженцев хвойных растений. Вот это канифер. Теперь защитник плодовых деревьев, это мы еще название не дали. Это очень хороший препарат получился, потому что этот препарат будет защищать плодовые культуры от болезней, каких от мамилиоза, от парши, от бактериального ожога. Четвертый препарат, это мы назвали Бактурин, это биоинсектицид, это направлен на борьбу с вредителями. Вот этот очень интересный препарат, комбинированный препарат, это можно использовать для защиты клубней овощных культур в условиях хранения. Потом я буду очень более детально буду ознакомливать вас. Вот это наше, как бы сказать, это наше богатство. Все биопрепараты создаются на основе этих микроорганизмов. Поэтому вот мы считаем вот эту коллекцию микроорганизмов, это генетические ресурсы Кыргызстана одновременно, это как бы золотой фонд. В нашей лаборатории больше 300 видов полезных микроорганизмов, которые создаются годами, и на основе этих микроорганизмов мы потом получаем те или иные биопрепараты. На все эти штаммы, которые мы уже создали биопрепараты, конечно, получены патенты, и мы выставляли свои продукции на разных формах. Да. Вот, например, вот Ростин, Бактурин, вот в таком виде, вот это как бы упаковочный вид рыночный. Вот. Теперь я хотела бы рассказать, что такое Ростин. Вот первый биопрепарат. Это создается на основе почвенного микроорганизма, выращивается в лабораторных биореакторах, выпускается в жидкой формуле, в жидком виде. И вот у нас получена эта регистрацию мы проходили на 5 лет, и вот в условиях Кыргызстана этот биопрепарат продается. И особенности, это что за биопрепарат, я очень коротко хочу остановиться, если кто-то заинтересуется. То есть действующим веществом этого биопрепарата являются живые клетки, спор бактерии Streptomyces fumanus. В 1 грамме этого препарата имеется 300 миллионов клеток. Каким образом применяется этот препарат? Это применяется замачиванием семян перед посевом. Замачиваются семена овощных культур, зерновых культур. И даже вот можно замачивать рассаду, например, капусты, клубники перед посадкой. Это зависит от растения. Период замачивания составляет от 2 до 4 часов. После просушивания семян это уже готово, семена высеваются в грунт. Что дает этот препарат? Какие функции выполняет? Какая полезность? Во-первых, это защищает семян, и это защищает, вот я хочу вот механизм воздействия. Каким образом воздействует этот биопрепарат? В первую очередь, это микроорганизм биоконтроль.
когда мы занесли через семена, это наш микроорганизм, составляющий основу биопрепарата, вместе корневой системой заселяет вот эту почву вокруг корневой системы. Вот видите как? А в почве всегда имеются различные патогены, то есть возбудители. Эти наши микроорганизмы выделяют различные антибиотические вещества. Тут же они что делают? Убивают этих патогенов. То есть не подпускает к корневой системе, защищает корневую систему. Это раз. Во-вторых, вот этот вот микроорганизм одновременно выделяет различные вещества. Это витамины, ауксины, индольная кислота. То есть это биостимулятор, как бы повышающий дифференциацию клеток, повышающий рост клеток, вещества выделяет. И таким образом вот это растение, молодое растение, образует очень много побочных корней. Когда много побочных корней, улучшается питание. Это растение много берет из почвы питания. И таким образом и надземные органы тоже хорошо развиваются. Видите, как механизм действия этого биопрепарата. И вот это вещество, которое вот продуцирует данный микроорганизм для защиты вот корневой системы этого. И таким образом вот этот препарат прошел полевое испытание на зерновых, бобовых, овощных культур. Просто хочу вот некоторые моменты показать. Вот, например, на луке вот какие результаты получили мы. Вот это вот поле, которое выращенное с обработкой этим биопрепаратом, это без обработки, здесь с обработкой. То есть сразу видно, этот биопрепарат действует на корневую систему. Один раз вот мы даем всего 3 часа, замачиваем, все, больше не надо других побочных кормлений, побочных других воздействий со стороны. Вот. Это дает полную защиту до конца вегетации. То есть один раз мы внесли, это очень экономно, потому что других расходов не надо, других подкормок не надо. И опрыскивание там в мере борьбы тоже не нужно. Это один раз всего дает право. Помидоры. Нет, можно дослушать? Дослушаем. Нет, дослушаем. Запишите. Сейчас я это потом отвечу, если возникнут вопросы. Вот на помидорах тоже, видите, какая разница. Потом мы, выдергивая вот помидоры, вот убедились, что вот контроля, смотрите, сравнение. То есть, опять же, вот корневая система, когда развитая корневая система здоровая, она дает уже все, рост и надземных органов. Стебли толстые, рост высокий, и мощная это вся вот эта кустистость, все это обеспечивает и фотосинтез, и продуктивность, и так далее. Ну, это все вот эти примеры. Вот так клубника. Вот на клубнике очень хороший результат именно плодоношения. Вот. Это было, вот даже мы посчитали, сколько плодов дает до обработки, без обработки, с обработкой. Это была большая разница между биопрепаратом и без применения. И на картошке хорошие результаты. Даже вот это, когда мы испытывали это сои сорта Аманта, вот эта земля была первый раз. Это было раньше не использованная земля. Видите как? У нас имеется вот в Манасе, вот имеется свой участок для факультета. Мы первый раз вот это вариант, контрольный вариант, без применения, а здесь с применением биопрепарата. И 2 раза выше урожая получился даже при первозданном посеве. Одновременно вот этот биопрепарат можно использовать против разных гнилей. Когда мы клубник храним вот в хранилищах, да, в течение зимы начинают гнить. Разные гнили есть. Кольцевая гниль, мокрая гниль. Вот это все мы проверили. Оказывается, вот этот биопрепарат убивает все. Вот этих возбудителей, все, да. Например, Ербиния караватора вызывает кольцевую гниль, альтернария черную гниль. Вот даже вот это вот на луке появляется акремониум, да, это сильный возбудитель. Даже этот возбудитель погибает при применении этого
биопрепарата. И таким образом мы пришли к выводу, что этот биопрепарат, во-первых, дает здоровый урожай, он экономичен, дает экологически чистый урожай при использовании и на длительный срок составляет безопасность и для почвенных микроорганизмов, для окружающей среды, и простота применения, эффективность хорошая и защита почвы от фитопатогенов. То есть постепенно идет оздоровление почвы, это главное, оздоровление почвы. Я здесь не буду говорить о других результатах, мы даже вот научными своими экспериментальными данными, что при применении этого биопрепарата в почве увеличивается азотфиксирующий микроорганизм, азотобактер, например. Видите как? Это дает вот этой почве постепенно накапливается какой-то запас азота. Это азот, вы прекрасно знаете, это основной элемент для повышения продуктивности любого растения. Теперь вот это вот защитник плодовых деревьев, вот я только что говорила, это против бактериального ожога, против парши, манилиоза. Этот биопрепарат можно использовать путем опрыскивания. При этом до образования, распускания почек, бутонов. Даже можно при цветении, потому что этот биопрепарат не оказывает побочных вредных воздействий на самого растения, на полезных опылителей насекомых и на другие живые организмы. Тоже выпускается в виде жидкого препарата с содержанием определенного количества спор. И здесь в основном идет именно на паршу. Вот смотрите, парша, вентюра инокулюс. Потом на бактериальный ожог, Ервиния амулобора. Манилиоз. Вот кто выращивает плодовые культуры, им знакомы вот этой гнили, да? Вот это вот можно бороться с этим биопрепаратом именно против этих болезней. Это целенаправленный биопрепарат. Испытания тоже уже были. Да. Теперь бактурин, это, я вам говорила, это биопрепарат вот, эффективен против личиночной стадии молей, листоверток, белянок, совок, шелкопрядов, американской белой бабочки, слизистого пилильщика, листоедов и других. Вот. Тоже безвредны для самых растений, полезных насекомых, опылителей, животных, не загрязняют почву, водоемы и другие объекты. Способ применения: опрыскивания листьев, стеблей и других вегетативных органов. Вот механизм воздействия тоже, если хотите, вот я немножко расскажу, как погибают личинки или насекомые от воздействия этого биопрепарата. То есть мы опрыскиваем листья растений, да, при этом вот на лист нападают вот эти токсины, кристаллы, которые имеются биопрепарата. Вот гусеница подходит, поедает вот этот корм, да, нанесенный с этими спорами, бактериями. И при этом через несколько минут всего вот эти кристаллы, споры, вот в кишечнике этой гусеницы приводят к параличу. То есть они тоже прикрепляются к эпителиям кишечника и образуются поры через кишечник. Вот эти кристаллы проходят на гемолимфу, то есть на кровь, и всю полость, все органы циркулируются с этими микроорганизмами, и через 48 часов вот эта гусеница погибает от отравления, от септисемии. То есть все органы заполняются этими спорами, кристаллами. Именно кристалл является основным отравляющим фактором. Этот токсин, если это насекомые восприимчивые насекомые, чувствительные насекомые, тогда гибель наступает через 48 часов. Ну, вот это все примеры, которые мы проводили, вот испытания, вот видите, как против слизистого пилильщика, вот наши студенты работают, опрыскивают. Вот здесь опрыскивали против американской белой бабочки. И много против других этих, вот американская белая бабочка,
Вот это вот после, это на бабочку, конечно, не воздействует. Единственное, я хотела бы сказать, этот биопрепарат очень хорошо действует на такие, на очень молодые стадии, то есть на первую, вторую. Если, да, личинки. Если уже идет повышение личиночной стадии, уже эффективность, конечно, ниже. Ну, гибель, конечно, наступает от заполнения, от наводнения, от размножения этих бактерий в гемолимфе, то есть в крови насекомых. Это уже конечный результат от гибели. Это уже доказано, да. Вот последний комбинированный препарат. Вот я хочу этот препарат очень похвалить, потому что я удивилась даже сама, вот, когда мы сделали такой опыт. Вот это зараженные фузариум клубни, это зараженные эрбиния караватора, эти здоровые клубни. Всех мы опрыскивали нашим биопрепаратом, опудровали, опрыскивали. Через 2 месяца посмотрели, что происходит. Конечно, вот эта вот зараженная клубня, она развивается, но она не переходит на другие. Вот смотрите, потому что они опудрены, защищены слоем вот этого нашего микроорганизма. Вот эта болезнь только остается на этой клубне, да. Теперь посмотрите на контроле, что произошло. Вот контроль. Все без биопрепарата, все клубни потеряли вес, во-первых, они уже происходит испарение, происходит как бы сморщивание, происходит гибель тканей, клеток от болезней. А вот это вот здоровые клубни остаются в течение 2 месяцев. Это маленькая доля биопрепарата защищает клубни в течение 2 месяцев. Если немножко повысить дозу, конечно, еще лучше было. Но мы применяли только самую низкую дозу. Вот таким образом мы вот на данный момент имеем вышеуказанные биопрепараты. Теперь у нас имеются будущие разработки. Какие готовы? Например, мы хотим вот как раз создать такой биопрепарат, они могли бы разрушить фосфороорганические соединения, то есть пестициды. Это у нас на подходе есть такие микроорганизмы, которые разрушают пестициды почвы, очищают, оздоравливают почву. Это уже через, может, год это будет появиться этот биопрепарат. Потом мы хотим создать на основе гриба энтомопатогена метаризум против тех личинок, которые обитают в почве. До них химия не доходит, они другие биопрепараты доходят. Например, личинки колорадского жука, личинки медведей и личинки проволочников. Они настолько защищены, им надо давать биопрепарат вместе с почвой. Вот видите как? Вот это вот имеется в других странах, вот мы тоже хотим, мы уже выделили, мы уже испытания проводим, через год-два уже такой биопрепарат будет готов. Теперь второй биопрепарат тоже на основе гриба Бовария бациана, направленный против борьбы с трипсом, белокрылок. Белокрылка это является бичем в теплицах. Кстати, мы уже проводили в теплицах против белокрылок, хорошие результаты мы получили. Один штамм дает очень хороший результат. Против личинок колорадского жука тоже испытывали, хороший результат получали. Ну, это вот в будущем это будет. Через 2 года мы можем смело сказать, что эти биопрепараты можно выводить на производство. Теперь мы хотим создать комбинированный биопрепарат против вредителей и против болезней. Это тоже наша задача. Это несколько микроорганизмов могут дать такой эффект. Теперь какие барьеры существуют у нас в Кыргызстане для внедрения биологической защиты растений? Вот отсутствие биотехнологической промышленности. У нас нет промышленности. У нас есть единственная биофабрика, которая не оснащена современным оборудованием. Это самый такой у нас, как бы сказать, в Кыргызстане такая ниша, где государство вообще не уделяет внимания.
Хотя бы могли бы иметь мини-фабрик, мини-цехов, мини-лабораторий, которые могли бы работать сезонно, по сезонам. Например, перед посевами, когда у нас уже растения растут, им нужно защищать от вредителей. За летний период, за 4-5 месяцев иметь несколько мини-лабораторий, мини-цехов во всех регионах. Это можно было бы обеспечить биологическими препаратами наших фермеров. Теперь отсутствие государственной политики. Вообще государство не имеет никакой политики по отношению вот именно по производству биопрепаратов. И финансовой поддержки нет по созданию местных биопрепаратов. Я несколько раз обращалась выше к чиновникам именно по этой, кто курирует эту политику. Они даже не дали ответа и не имеют представления, что за микроорганизм, зачем нам нужны эти микроорганизмы. Наоборот, такое отношение негативное. Что вы хотите вот с этими микроорганизмами? Да. Такое отношение было. Теперь недоступно сознание, информация для многих фермеров о биопестицидах, выпускаемых в республике. Правда, вы имеете очень мало информации. Это я уже уверена в том, что многие фермеры приходят, они говорят, мы вообще не знаем, что за этот препарат, расскажите нам, как применять. Конечно, мы имеем своих клиентов, в основном не столасов, уже 3 года имеем постоянных клиентов, они берут растин для выращивания своих бобовых культур, для фасоли, для сои. И получают отличный результат. Из Тюбского района постоянно берут для картошки. Из Соколукского района берут для кулпунай, да. Потом у нас, у народа не хватает экологического мышления. Это тоже фактор, надо учитывать. Не хватает экологического мышления. Именно экологическое я бы говорила, потому что они мало знают о вредности химических пестицидов, о безопасности биологических пестицидов. И последнее, отсутствие координирующей деятельности ведомств. Организация, отвечающая за защиту растений в республике. Уважаемый Владимир, это вам касается. Именно под вашим руководством, координацией все фермеры, все организации должны объединяться, где, как применять какие биопрепараты. Это и как раз государственная политика, и это ваша функция, конечно. Да. Спасибо за внимание.